Городище Тюмекент. Тюмекент – древний город тюркских племен, полный тайн и загадок прошлого. Более 100 лет он притягивает к себе внимание ученых-археологов, даря им удивительные открытия. Тюмекент располагался на правом берегу реки Талас в Байзакском районе Жамбылской области. Древний город существовал в XIX-XIII веках. В основном здесь жили представители тюркских племен. В период расцвета здесь одновременно проживало несколько сотен человек. Кроме того, город всегда был полон заезжих купцов и путешественников. В центре Тюмекента был большой караван-сарай, где останавливались путники из дальних стран. Действительно, здесь было уникальное место, имеющее выгодное географическое положение на стыке караванных дорог в 25 километрах от Великого Шелкового пути, охраняемое восточной частью Таласской долины. Многие окрестные жители спасались от нашествия врагов именно тут. Территория города представляла собой сравнительно небольшой прямоугольник 25-250 на 300 метров. Со всех сторон она была огорожена валом, а по ее периметру располагались 30 сторожевых башен. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, Тюмекент была самодостаточным и независимым городом того времени. В нем имела собственная инженерная сеть, обеспечивающая жизнедеятельность и безопасность горожан. В ходе раскопок ученым удалось обнаружить водопроводную трубу, которая тянется на расстояние более 30 метров. Труба была проложена под проезжей частью входа на глубине 1,5–2 метра. Очевидно, она обеспечивала город питьевой водой. Среди оборонительных сооружений особый интерес представляет многочисленные башни Тюмекента. Археологи вскрыли с внешней стороны полностью одну башню и убедились в том, что она играла огромную роль в охране крепости. Весь периметр города был окружен высокой стеной толщиной более 7 метров, а также рвом шириной 15–20 метров и глубиной до 3 метров. По тем временам это была надежная, хорошо укрепленная крепость, способная выдержать многодневную осаду захватчиков. Одной из самых ценных находок археологи считают так называемые пахсовые блоки. Их делали из прессованной глины и чередовали с обычным сырцевым кирпичом. Такая кладка – своеобразный сейсмопояс. Основными видами деятельности горожан были торговля, земледелие, гончарное ремесло, а также скотоводство, охота и рыболовство. В непосредственной близости от Тюмекента были расположены несколько средневековых поселений небольшого размера, а вокруг них каналы, арыки того времени. Согласно одной из версий ученых, Тюмекент был основан ханом Кокше. Он заложил город и назвал его по имени своей дочери Тюме. После смерти отца именно она успешно правила городом и многое сделала для его развития и процветания. Впервые город Тюмекент был открыт и изучен исследователем Калем в 1890 году. С тех пор на месте городища неоднократно проводились археологические раскопки как советскими учеными, так и археологами Казахстана. Сегодня, по утверждению многих ученых, городище Тюмекент является одним из важнейших памятников культурного наследия Казахстана, свидетельство того, что наши предки строили города и дворцы и вели в том числе осветлый образ жизни.